Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Духи рода на связи. О чем хотят вам сказать, предупредить, либо ответить на ваши вопросы. Загадайте, пожалуйста, на себя, мысленно либо вслух обратитесь к духам своего рода и спросите о том, что вам интересно, либо просто попросите совета, подсказку. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь по большей части идет информация от духов рода по линии матери. От отца больше как предупреждение, а информация от духов рода матери. Давайте пойдем по порядку. Во-первых, говорят для женщины: прекрати себя мучать, прекрати себя истязать. Говорят, что мужчина любит, он тебя любит. Он твой, он с тобой будет, либо он к тебе идет. В таком ключе. Может быть, вы сомневаетесь в каком-то мужчине, может быть, вы переживаете из-за какого-то мужчину, может быть, вы хотели бы узнать, ваш ли это мужчина, по судьбе ли он вам. Духи рода говорят, что да, ваш мужчина, да, по судьбе, да, он вас любит, да, он вам ни в коем случае не изменяет, и да, он будет только лишь с вами. А вы вот зря себя мучаете, зря себя изнутри, как будто бы отравляете, да, не жизнь, а сплошные муки, волнения, постоянные переживания. И живете вы как вот с большим знаком вопроса над головой. Не морочь себе голову, не терзай себе сердце. Он тебя любит, он твой, он с тобой будет. Вот об этом вам говорят. Дальше. Тяжелый крест нет сил нести. Но этот крест — это ваша ноша. И как бы тяжело вам ни приходилось, вы все равно будете нести этот крест. Я так понимаю, что это какие-то обязанности, ответственность за себя, за детей, за близких. Опять же, работа, дом, совмещение этого всего, как тяжелый крест. Тяжелый крест. Знаете, как показали? Сначала вы, потом вас. То есть вот этот крест — это те люди, о ком вы заботитесь, кто у вас на попечении находится. Сначала вы их на себе несете, а потом они понесут вас. То есть как все вернется, все воздастся, и придет твоя очередь, когда будут нести тебя. Вот. Да, жизнь тяжелая, не сахар, но тем не менее это ваша жизнь, это ваша судьба. И придет момент, когда все поменяется. То есть как потерпи, подожди, все поменяется. И все то добро, которое ты делала, сделала, и еще будешь делать, все тебе вернется. Так показали. Дальше, мои хорошие, какой-то негатив. Вы его ощущаете, только вы не понимаете, что, от кого, за что и почему, да? Но негатив вы ощущаете. Тут и проблемы со здоровьем могут быть, тут могут быть и всякого вида рода несчастные случаи, моменты, ситуации просто необъяснимого характера, когда все ломается, сыпется, люди ссорятся, друг на друга крысятся. Воздействие. Кто воздействует? Говорят, что женщина воздействует. Женщина с плохим здоровьем. Либо женщина, кто сейчас болеет. В вашем кругу, в вашем окружении, вы ее точно знаете. Вот у нее либо слабое здоровье, либо именно сейчас она больна.
что-то у нее болит, либо она чем-то заболела. Говорят, что это она. Говорят, что она притворяется хорошей, а по факту она очень плохой человек, очень завистливый, такой, знаете, желчный. И ей повода не надо для того, чтобы негатив сделать. Ну, тут по большей части, как я понимаю, именно вот из-за зависти, из-за подлости и из-за желания, грубо говоря, ничего не делать, но жить лучше, чем другие. Вот она негативит, она глазит, она крадники делает, она порчу насылает, она раздор, рассорки между людьми создает. Женщина болеет, слабое здоровье, либо именно сейчас вот она заболела, да, какие-то проблемы со здоровьем в моменте, здесь и сейчас. Вот подумайте, кто болеет. Дальше говорят о том, что что-то должно повториться. То, что ты сейчас оплакиваешь, как упущенное, как невозможное, как необратимое, говорят, что это повторится. Повторится по тому же сценарию, но при каких-то более расширенных возможностях. Может быть, вы сейчас себя за что-то корите, может быть, вы что-то не сделали, либо наоборот сделали. Но вот говорят, что это повторится. Будет повтор, будет откат, будет повтор, но сценарий прежний, а возможности расширенные. То есть уже вы можете все менять, обыгрывать и именно вот как-то под себя адаптировать. То есть не плачь, не кори себя, не переживай, все еще возможно, либо все еще повторится. Вот в таком ключе информация. То есть переживать не стоит. Нужно подготовиться, настроиться и как бы наконец-таки сделать. Дальше работа как проблема. Может быть, работа не очень хорошая, может быть, в принципе сложно найти работу. Либо вы переживаете, а что же будет дальше, что ждет меня на работе. Да, вот переживание именно за работу, с работой что-то связано. Но здесь показано, что здесь в течение 4 недель, 5 недель, 4 месяцев, 5 месяцев что-то будет резко меняться. Меняться и уходить в лучшую сторону. То есть от худшего к лучшему будете переходить. Может быть смена работы, может быть смена условий работы, может быть несколько работ за этот период поменяете, найдете и поменяете. Но кого-то отыграется, что, может быть, вы даже и в свое что-то уйдете, либо будете совмещать и свое, и на кого-то. 4-5 месяцев, либо недель. То есть здесь нужно как-то потерпеть, подождать и понимать, что все изменится, все поменяется в лучшую сторону. Главное не переживать и не делать каких-то резких, необдуманных действий, поступков, решений. Набраться сил, как говорится, булочки сжать и потерпеть. Да? 4-5 недель, 4-5 месяцев, и будет все меняться. Вижу, что вы к 7 идете. 7 — это как ни крути успех. 7 вам обещана. Путь к успеху, он сложный, он долгий, но он ваш. Понимаете, как ни крути, все равно в 7 вы идете. 4-5. Дальше, мои хорошие. Говорят, что нужно с какой-то покупкой вам обождать. Чего-то не покупать, либо во что-то не вкладываться. Здесь как большая вероятность того, что вы жалеть потом будете. Жалеть, что вы погорячились, что-то приобрели. Либо сожалеть о том, что вы во что-то вложились, либо в какой-то, может быть, непонятный мутный бизнес, да, влезли. Вы сейчас об этом думаете, либо вы этого хотите, но не получается, либо какие-то постоянные загвоздки идут. Здесь как ангелы останавливают. А духи рода говорят, что не надо, не делай этого, не покупай, не вкладывайся, не лезь туда, иначе потери будут. Потери и такие неприятные моменты переживете. Но кто понял, тот понял. Кто не понял, то не ваше. Здесь время не очень удачное. И плюс, явно какие-то есть пробелы в информации, недостаток знаний и даже какой-то обман. Мошенничество, обман. Потерпи, не делай, не покупай, не вкладывайся, не лезь. Вот как-то так вам передают. И еще страх за ребенка, за судьбу ребенка, за жизнь ребенка. Но, во-первых, у вашего ребенка очень сильный ангел-хранитель,
А во-вторых, вместо того, чтобы бояться, надо не бояться, а молиться. Вы как мама, вы как бабушка, как отец, да, вы можете молитвенный щит поставить над своим ребенком. То есть молитесь за своего ребенка, не бойтесь, не дергайтесь, где, как, что, а именно молитесь, просите Создателя защитить, уберечь. И вы сами создадите молитвенный щит над вашим ребенком. И никакое зло вашего ребенка не коснется. И даже дурные мысли пореже будут посещать как голову вашего ребенка. Молитвенный щит. Вы на это способны, и только вы на это способны. Да, вы должны это сделать. Не бояться, не дергаться, не скандалить, не ругаться, не пытаться промыть мозги ребенку, а именно молитвой защитить. Любовью, молитвой защитить. Так, и еще. У кого-то сложный вопрос сейчас в жизни, какая-то сложная проблема. И говорят, что все решится. Не совсем так, как вы надеетесь, не совсем той дорогой вы пойдете, не совсем тот маршрут, но случится наиболее благоприятный для вас. Вот так показали. Ну, проблема, ситуация, какие-то осложнения, с чем-то вы столкнулись. Что-то вас сейчас тревожит. Говорят, что решится до конца года, точно решится, прям 100% решится, но не совсем так, как вы надеетесь, как вам обещают, либо как вы там себе запланировали. Немножко в другую сторону пойдет дорога. Но опять же, это будет наилучшее решение, либо наилучшая возможность выбраться из той проблемы, в которой вы оказались. Да. А проблема это вам в научении. Что-то вы где-то ошиблись, либо не своим умом жили. И вот чтобы вы прошли этот урок, вам придется решить эту проблему как по-другому. Только так вы наберетесь ценного и полезного опыта. Дальше, мои хорошие. Здесь человек страдает от одиночества. Одиночество, да, нет у вас любви, либо нет человека, с кем бы вы смогли создать пару, да, счастливую семью. Говорят, что есть у вас половинка. И говорят, что эта половинка вас сама найдет. То есть вы ничего не делаете, а тот, кто ваша половинка, тот, кто ваш суженый, либо суженая, если смотрит меня мужчина, тот сам вас найдет. Причем человека показывают тельцом. Смотрите, да, вы разные. У кого-то действительно человек рожден под знаком тельца, а у кого-то человек как золотой телец для вас. Да, тот, кто и не обидит, и позаботится, и разделит с вами свои богатства, допустим. Но земной, да, земной, надежный, с таким точно не пропадешь. Показано точно, что человек вас находит. Вы на одной точке стоите, а человек вам приходит, вас находит. То есть не переживайте, вам по судьбе быть в паре. И ваш партнер для вас как золотой телец идет. Надежный, любящий, заботливый, еще и при деньгах. Либо благодаря этому человеку, да, вы очень круто поменяете свою жизнь к лучшему, к материальному благополучию, да, придете вместе. Так, знаки власти нам здесь показали. Власть. Во-первых, у одних отыграется, что органы власти, правопорядка, всякие госструктуры будут к вам благосклонны, да, потому что знаки все-таки на вашу сторону переходят. И еще кому-то власть сама в руки идет. Власть это, скорее всего, должность, повышение по должности, может быть, либо вас куда-то избирают, выборы, быть выбранным, избранным, возглавить каких-то людей, иметь власть в своих руках. То есть вам эти знаки идут. И от этих знаков вам нельзя отказываться, иначе пожалеете. Предлагать будут единожды, либо единожды будет возможность эту власть обрести. Вот, если вы отрицаете, либо не принимаете, больше предлагать никто никогда не будет. А что касается органов власти, госорганы, то они к вам благосклонны. Благосклонны, и то есть, в принципе, что вам нужно, либо о чем не попросите, все вам будет дано. Вот в таком ключе. Так, дальше левая сторона, сторона рода отца.
Здесь какой-то неправильной формы кольцо. Не круглое, а овальное. Кольцо как овал. Берегись тех, с кем ты в союзе. Кого считаешь друзьями, либо кого считаешь своей, ну, не знаю, второй половинкой. Давайте так уж говорить. А человек может быть не тем, за кого себя выдает, либо не тем, кем себя позиционирует. Но вот предупредить вас хотят, что тот человек, который рядом с вами сейчас, может быть совсем не тот, за кого себя выдает, либо не тот, кого вы в нем видите. Ну и также друзья, да, будь поаккуратнее с друзьями. Друзья сегодня дружат, завтра предают. Неправильной формы кольцо, понимаете, не круглое, а овальное. Какой-то, знаете, брачок идет, да, в отношениях, в дружбе. Не полагайтесь целиком и полностью на того, кто рядом, либо на своих друзей. Это ошибочно, либо это опрометчиво. Может быть, и правда вы не тем, не тому человеку доверились. Ну, как предупреждение больше идет. Друзья явно могут предать, либо друзья могут оказаться вовсе не друзьями. Та, кому вы доверяете, могут подвести. Чтобы не было больно, чтобы не было неприятно, всегда имейте это в виду. И всегда, когда вы планируете свое будущее, закладывайте эту вероятность, да, что друзья могут вильнуть хвостом, либо как-то учудить. Помните и не забывайте. Вы сама себе друг, либо сам себе только друг. И все другие люди, они всегда под вопросом должны быть. Закладывайте сомнения, либо просчитывайте любые варианты, чтобы не было потом обидно и больно. Дальше показывает, что кто-то вам воду перекрывает. Воду. Ну, вода — это возможность, это ресурс. Опять же, заработки, да, кто-то вам этот кран постоянно перекрывает. Вы думаете, что там трубу прорвало, система сломалась. На самом деле чья-то рука вот так украдкой закручивает вам кран каждый раз. Как знаете, есть у вас недоброжелатель, либо тайный враг, и вы об этом как ни сном, ни духом, да. А из-за этого человека очень много проблем в вашей жизни. Перекрывают вам ресурсы. Вот. Свои ресурсы надо беречь, это первый момент. И второй момент, надо найти и выявить того, кто перекрывает. Так, здесь у нас два человека. Один другому говорит правду. И правда болезненная, либо колючей кажется, как критика, да? Но человек с вами абсолютно честен. Когда критикует, говорит вам правду, либо действительно хочет открыть вам на что-то глаза. А вы воспринимаете это все в каком-то негативном ключе и думаете: ах, ты меня критикуешь, значит, ты против меня. Вот. А по сути, да, человек как раз-таки за вас и всегда говорит вам правду. Да, пытается открыть вам глаза. Неправильное отношение, восприятие. Научитесь принимать критику как лекарство. Пусть горькое, пусть невкусное, но лекарство, которое помогает, которое лечит, да, которое глаза открывает. Вы обижены на этого человека, либо постоянно обижаетесь. Но не стоит этого делать. Человек действительно говорит вам правду, только лишь правду, с целью вам помочь. Дальше. Здесь либо какой-то риск, либо, знаете, вот такое отношение, что какая разница, будь что будет, да? Будь что будет, наобум, на авось. Вот отмахнуться и принять неизбежное. Ну, либо рискуете вы по-черному. Рискуете. Говорят, что так нельзя. Говорят, что так вы штурвал своей жизни из рук теряете. То есть, когда вы рискуете или наобум действуете, вы не властны над своей жизнью и над своей судьбой. Темные силы могут захватить штурвал вашей жизни, либо темные люди могут захватить. И так и глазом не успеете моргнуть, когда вы окажетесь у кого-то в подчинении, когда кто-то будет вами управлять и руководить. То есть поменьше должно быть риска и поменьше вот этих вот будь что будет, да? Вы всегда должны четко стоять за штурвалом своей жизни, понимать, что вы делаете, когда вы делаете, зачем вы это делаете. И каждый ваш момент риска
во-первых, должен быть оправданный, а во-вторых, просчитанный, продуманный и там с 1000 разными вариантами выхода, если что-то не получается. А вот это будь что будет, вообще забудьте об этом. Так не должно быть в вашей жизни. Никогда и ни при каких условиях. Знаете, как будто бы сами позволяете темным людям либо темным силам входить в вашу жизнь. Зря вы это делаете. Риск – дело благородное, но только когда риск оправдан. А наобум вообще жить нельзя, либо на авось. Так что убирайте это из своей жизни, будет вам гораздо легче и проще. Легкие деньги, пустые деньги. Не гоняйтесь за легкими деньгами. Там пусто. Это пустые деньги. Это, знаете, как обманка. Обманка, не деньги. Мираж. Что это может быть? Это могут быть всякие там зазывалы в том же интернете, что вот там пройди наш курс, и будешь там миллиарды, миллионов зарабатывать, либо сделай то, сделай это. Знаете, как пустые обещания. Не гоняйтесь за этим. Не ваш это вариант. Не гоняйтесь вы за такими заработками. Поверьте, это пустые заработки. Вы можете потратить деньги на все эти курсы, на регистрации, на прочее, и в итоге остаться у разбитого корыта. Ну, здесь явно желание, конечно, побыстрее, побольше заработать, но сталкиваетесь постоянно с обманом. У вас в голове все есть для того, чтобы зарабатывать. У вас в руках есть сила для того, чтобы зарабатывать. Не смотрите на других, ищите свое. Тем более я вижу, что род вашего отца был очень талантливым. Таланты, умения, профессионализм, знания. Вот люди какие-то мастера, знатоки. Каждый, конечно, в своем, но вот ваш род отца именно тем и славился, что люди всегда с умом подходили к своей работе, ни на кого не смотрели и все сами добивались. Вот как-то так идет. И вам так нужно жить. И тогда и деньги будут, и все, что вы хотели, вы в жизни обретете. И еще род отца вам говорит о том, что в вашей жизни будут очень серьезные глобальные перемены. Не всегда они будут легкими, не всегда веселыми, не всегда объяснимыми. То есть очень многое будет в вашей жизни рушиться и заново выстраиваться. Вот, вам нужно набраться сил и терпения и не бояться всех тех перемен, которые будут входить в вашу жизнь. У вас перемены, они вот конец года, начало года, прям самые обильные идут. Это время, когда вам по максимуму нужно вот прям держаться, не унывать и верить в лучшее. Потому что перемены действительно, вы их заслужили, вы их заработали, вы их выпросили, грубо говоря, вымолили. Вот, перемены идут, их будет много, причем в разных сферах жизни все будет меняться. И еще раз говорю, система такая, сначала разрушается, потом новая выстраивается, возводится. Вот, поэтому бояться не нужно ни в коем случае. И еще говорят, что вам терпеть не нужно, что-то вы долго терпите, на что-то глаза закрываете, либо с чем-то вы смирились, примирились. Говорят, что это вредно, очень вредно для вас, для вашего здоровья и для вашего будущего. Терпеть нельзя. Нужно за себя стоять, бороться, отстаивать себя, свои интересы, свои взгляды и, конечно же, жить для себя, а не для кого-то. Вот какое-то должно быть новое выработано отношение именно к себе, к своей жизни, к той ситуации, в которой вы оказались. Нельзя терпеть. Терпение вредно для вас. Вот, вредно. Либо борись, либо сопротивляйся. В общем, маши руками и будь что будет. Да, но не терпи. Терпеть нельзя. Еще говорят о какой-то операции. Операция, оперативное вмешательство. Ну да, тут что-то как резать. Резать, удалять. Операция. Операция нужна и операция будет.
Может быть, вы боитесь идти на операцию, может быть, вы ищете другие способы, методы лечения, там, может, малоинвазивные. Говорят, что нет, операция нужна, важна и будет. Вот. Если вы все время откладываете, перекладываете, но зря вы это делаете. Все равно придется, либо это единственный способ для того, чтобы там исцелиться. Не откладывайте, берите и делайте. И еще по поводу жилья говорят, что нужно чуть-чуть потерпеть. Чуть-чуть потерпеть, и будет предложение, причем предложение очень хорошее. Говорят, что будет предлагать кто-то знакомый, не чужой. Либо через знакомого вам будут предлагать хороший вариант. Это может быть связано и с покупкой, и с продажей, и даже с арендой. Надо еще потерпеть. Но терпеть недолго на самом-то деле. Может быть, пару месяцев, может быть, там, пару недель. Но вот надо потерпеть. И вариант найдется. Вам вариант будут предлагать. Не так, что вы там ищете и находите, а вам кто-то предлагает, и предлагает очень хороший вариант. Ну и в венце у нас такие знаки, знаки любви, знаки помощи, поддержки. Вы как любимое дитя рода отца и рода матери, как к ребенку к вам относятся. Чем могут, помогают, какие-то знаки посылают, пытаются защитить, но не всегда это получается, потому что вы достаточно независимы и в какой-то степени строптивы. Вот есть такая черта у вас. Но тем не менее, к вам отношение как к любимому ребенку. И вижу, что вы свой род не подводите. Вы действительно достойный наследник своего рода, либо наследница своего рода. Так оно и есть. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.